Одним из самых, наверное, популярных и престижных международных исследований качества школьного образования является исследование ПИЗа, которое проводится специализированной европейской организацией уже с 2000 года, которая оценивает учебные достижения школьников, достигших возраста 15 лет. И главная задача вот этого международного исследования ПИЗа – оценить уровень практических навыков школьников. То есть те знания, которые они получают в школе, каким образом они могут их применять на практике, каким образом они могут использовать их в своей непосредственно обыденной жизни. С 2000 года проводится это исследование. В основном по 3 основным направлениям. Это естественно-научное направление, или так называется естественно-научная грамотность, математическая грамотность и читательская грамотность. Так вот, что касается читательской грамотности, то здесь главная задача выявить, насколько ребенок, достигший возраста 15 лет, повторюсь, не просто умеет быстро, бегло читать с выражением, но насколько он правильно понимает прочитанный текст. И может ли он его применить в своей практике, может ли он использовать это в практике, понимает ли он значение, смысла описанного текста. В математике то же самое. При исследовании математической грамотности также стоит вопрос не просто решения каких-то теоретических задач и знания математических правил, но и возможности их применения на практике. Рассчитать угол, посчитать количество затраченной бумаги, посчитать количество необходимой для ремонта плитки с учетом размера этой плитки, да, или с учетом погрешности и так далее. То есть возможность применять это непосредственно на практике. Ну и, естественно, научная грамотность также оценивает возможность ребенка непосредственно своей деятельности, своей жизни использовать так называемые вот эти мягкие навыки, soft skills сейчас принято говорить, которые он получает в школе. Ну и есть еще один дополнительный такой навык, он с каждым периодом он обновляется. В этом году, в 2022 году, будет исследоваться креативное мышление, возможность решать сложные или простые задачи не типовым стандартным методом, а с использованием какого-то творческого подхода. В 2025 году планируется исследование уже цифровых навыков, поскольку идет период цифровизации у нас глобальной. До этого была финансовая грамотность, после этого было решение сложных задач. То есть с каждым периодом исследования обновляется вот это вот 4-е направление. Российская Федерация в этом году также принимает участие в исследовании ПИЗа. Принимает у нас в этом году, в 2022 году, 43 субъекта, 256 школ. От Республики Татарстан принимает участие у нас 8 наших школ. Из 7 муниципальных районов около 460 наших обучающихся в этом году, вот в апреле запланировано проведение этого исследования, примут участие вот в программе ПИЗа. И почему это крайне важно, почему мы об этом говорим и этому уделяем внимание, поскольку оценка в международном исследовании России является составной частью выполнения поручения президента о вхождении России в 10 лучших образовательных держав в сфере школьного образования. Поэтому одним из критериев как раз является получение соответствующих